Инцидент произошел в троллейбусе второго маршрута, следовавшего из поселка Тхубун в сторону центрального рынка. Во вторник к 7 часам вечера на пересечении улиц Абазинская и Ардзенба пьяный пассажир, подойдя к водителю троллейбуса, неизвестно чем разгневанный, обрушил на него поток нецензурной брани. Решив, что этого мало, нанес ему еще и удар по голове. Он сидел сзади, уснул. Когда я тронулся, он начал нецензурной речью в мой адрес. И просил остановиться. Я ему на что ответил, я говорю, сейчас проеду перекресток и остановлюсь. Вы так, как вы сейчас стоите, он тоже стоял. А я в зеркало смотрел, там один момент надо смотреть обязательно. И в этот момент он меня ударил. И троллейбус на ходу, я вышел, троллейбус катился. С ним цепился вот здесь в кабине. На громко возмущавшихся пассажиров он никак не реагировал. Только совместными усилиями удалось вытолкнуть дебошира из троллейбуса. Но тот сдаваться не собирался и ударом булыжника разбил лобовое стекло транспортного средства. Вот. И вот сюда вот уже второй удар. Камень. То есть он успел еще 2 раза, да, получается? Да. До приезда сотрудников милиции пассажиры троллейбуса сумели задержать молодого человека, как выяснилось позже, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент 25-летний житель города Сухум Аслан Джопов водворен в изолятор временного содержания. Выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия был задержан гражданин Джопова Аслан Родикович, 1992 года рождения. Последний был доставлен в республиканский наркологический диспансер, где был установлен факт нахождения последнего в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту в УВД по городу Сухум собран соответствующий материал и решается вопрос о меры пресечения в отношении последнего. Материал переслан в отдел дознания. Сегодня в троллейбусном управлении работают 22 водителя. Средняя заработная плата составляет порядка 8-9 тысяч рублей. В лучшем случае доходит до 10, но тогда нужно работать до самого позднего вечера. Вартан Аксузян крутит баранку уже больше 30 лет. Его маршрут – старый поселок, центральный рынок. ЧП в общественном транспорте в основном бывают в вечернее время суток, говорит он. А скажите, пожалуйста, вот вечером не опасно ездить? Там бывают какие-то неадекватные пассажиры и так далее? Бывает, попадают, и часто попадают, и пьяные попадают, которые сами не знают, куда едут и что хотят. И пытаются разговаривать с водителем, в кабину садятся. Отвлекают, бывает такое. Директор Сухумского троллейбусного управления Юрий Барганджа не знает, как обезопасить своих сотрудников и пассажиров от хулиганов. Он убежден, что только неотвратимость наказания за совершенные правонарушения поможет остановить подобного рода дебоширов, которых создают угрозу безопасности пассажиров. Представьте себе водитель, который с 6 часов утра до 9, работая на троллейбусе, категории людей очень разные, с каждым надо общий язык находить, уставший. И потом в ответ к нему обращаются с такими словами, потом еще рукоприкладством. Я считаю, что это надо принять меры по отношению, может, и мы делаем то, что мы можем, а я считаю, что это правоохранительные органы должны немножко ужесточить. В настоящее время в УВД по городу Сухум практикуется проезд в общественном транспорте оперативных сотрудников в штатском, которые выявляют нарушения и пресекают правонарушения и возможные попытки совершения краж личного имущества. Такая практика существует. А на охране общественного порядка ежедневно в городе Сухум работают экипажи ППСМ и экипажи ГАИ. На сегодняшний день троллейбус – один из самых дешевых видов общественного транспорта в столице. Именно поэтому он так востребован у населения. И утром, и днем, и поздним вечером в этом транспорте всегда есть пассажиры. И для своей же безопасности они не должны создавать дополнительные проблемы водителям, не давая им возможности выполнять свои обязанности. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.